Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. На этом исследование материалов по делу Шарапова, Мацакова, Рамазанова, Баишева считается оконченным. В этой связи предоставляем право заключительной речи. Бутубаев Нурмамат Айдарбекович, пожалуйста, пройдите к трибуне, вам предоставляется право заключительной речи. Спасибо, Ваша честь. Я скажу в двух словах. Все зависит от уровня правосознания нашего общества. В нашем случае решение вопроса зависит от уровня правосознания государственных органов, правоприменительной сферы. Разработчик, автор действующего Уголовного кодекса, органы прокуратуры отделили себя, как по пояснениям представителя Генеральной прокуратуры на заданный нами вопрос, от общества и оказали, давайте скажем честно, недоверие судебной системе, лишив ее полномочий решения вопроса о досрочном снятии судимости в нарушение Конституции Кыргызской Республики, противоречие Конституции Кыргызской Республики. Это недопустимо, мы считаем. Право обращения осужденного в суд с просьбой о досрочном снятии судимости не означает, что его просьба автоматически будет удовлетворена. Вопрос решается судом при наличии обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии обстоятельств об опасности конкретного лица для общества. Как вы знаете, у нас 3 уровня судебной системы, которая исключает судебную ошибку. Если все-таки допускается и судебная ошибка, то в этом будем виноваты мы все. Поэтому мы считаем, что мы правильно обратились к вам и просим удовлетворить наши ходатайства. Доводы ответчика и третьих лиц несостоятельны. Они ссылаются на, говорят, что должны быть применены нормы, действующие на момент совершения преступления. При этом игнорируют нормы Конституции, на которую мы ссылаемся, которая существует, действует изначально со времен принятия нашей Конституции. Спасибо. Присаживайтесь. Мацаков Самат Аскарович, пожалуйста, пройдите к трибуне, вам предоставляется право заключительной речи. Спасибо, уважаемый суд, участники процесса. В своей заключительной речи я бы хотел остановиться тезисно, которые вопросы были именно отмечены, да? Именно со стороны ответчиков и третьих лиц было отмечено то, что именно адвокаты и обвиняемые иногда искусственно затягивают судебные заседания. Отвечая на данный довод, уважаемый суд, хотелось бы отметить то, что это довод необоснованный. Кроме этого, в ныне действующем Уголовно-процессуальном кодексе есть норма, уважаемый суд, где именно говорится то, что если адвокат не является 3 и более раза, то суд вправе предложить обвиняемому заменить адвоката, либо предоставить из реестра ГГЮП. Также в дополнение к данному доводу хочу отметить то, что именно и мера пресечения свыше 1 года не избирается. Данное то, что свыше года не избирается, это было тоже внесено по решению Конституционной палаты.
тогда был суда по ходатайству Нурбека Токтакунова, в связи с чем, уважаемый суд, на практике суды именно стараются до 1 года рассмотреть судебное дело, чтобы не изменять меру пресечения. Также хочу отметить то, что именно приговор суда первой инстанции, именно во второй инстанции в горсуде он вступает немедленно, вот именно вот этот период получается. Мы не идем до Верховного, потом вниз спускаемся. Именно вот этот вот период, где раньше считался день за два, вот этот момент хотелось бы отметить. В связи с чем, уважаемый суд, вот эти тезисно я отметил, и то, что в первом ходатайстве, где мы просим именно то, что именно закон о ведении действия 2021 года, он отменяет право, и по второму ходатайству именно здесь идет больше всего умаление прав и свобод человека и гражданина. Именно оно выразилось, по моему мнению, именно в принижении ранее данных именно прав. В связи с чем полностью поддерживаем свое ходатайство, считаем его обоснованным и противоречащим Конституции, и просим удовлетворить. У меня все. Присаживайтесь. Так. Сейчас. Не могу ее найти. Да. Вам предоставляется Рамазанова Есения Арстанбековне, вам предоставляется слово право заключительной речи. Уважаемые судьи, я полностью поддерживаю ходатайство о признании неконституционными противоречащим части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. В данном судебном заседании мы рассмотрели именно не предположение довода, а кейс, в котором я увидела, что обращающийся ко мне осужденный, он не может воспользоваться своим правом, которое указано в Семейном кодексе, в Гражданском кодексе и так далее. В связи с чем есть вроде бы статья, что, да, статья 12 имеет и так далее, но полномочий нету судей, на что и прокуратура указала, что у вас нету полномочий, вы не можете рассмотреть. И действительно, как уже здесь было сказано, за свое наказание он отбыл, еще и повторно он должен нести вот этот курс. В данном случае 10 лет. 10 лет мы ждем, пока судимость не будет погашена. Только после 10 лет он может устроиться на работу, он может быть опекуном, либо усыновителем и так далее, и он может выехать за пределы, чтобы прокормить себя и свою семью. В связи с чем мы полностью поддерживаем свое ходатайство, просим признать неконституционным противоречащим части 2 статьи 56, где указывается действительно данная норма оставления, убрали с институт судимости, он умаляет права граждан. Присаживайтесь. Баишев Нурбек Баишевич, прошу пройти к трибуне, вам предоставляется право заключительной речи. Благодарю, уважаемый Конституционный суд. Мне хотелось бы остановиться на двух моментах по части признания неконституционными противоречащим части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики к пункту 2 статьи 5 Закона Кыргызской Республики о ведении действий Уголовного кодекса, что на данный момент, в настоящий момент, задачей государства является обеспечение прав и свобод человека. И возникает вопрос, на данном моменте обеспечен ли его право на судебную защиту. Исходя из этой статьи, он не обеспечивается. В последующем имеет ли место нарушение прав лиц на справедливое судебное разбирательство? Мы считаем, что он не имеет. И в настоящее время мы считаем, что лица, которые были осуждены в редакции Уголовного закона 1997 года, располагает ли эффективным средством правовой защиты, на данный момент мы считаем, что это не имеет. Исходя из этого, просим признать закон о ведении действий Уголовного кодекса Кыргызской Республики противоречащим части статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Вот все. Спасибо большое. Присаживайтесь. Самат Кыштовекович, прошу прийти к трибуне. Вам предоставляется право заключительной речи. Самат Аскарович,
отметили, что вот именно по вине адвоката, да, можно отметить, что вот не только вина адвоката, это при зачете временного содержания под стражей из расчета день за два существовали коррупционные риски, как вывоз подсудимых в лечебные учреждения, симуляция болезней и другие, да, для затягивания времени судебного разбирательства. Отказ подсудимых в вывозе на судебное разбирательство, в связи с чем процессы проходились откладывает. После принятия 2019 года перезачета времени содержания под стражей как день за день значительно снизилось затягивание судебных процессов, сократилось количество вызовов подсудимых в лечебные учреждения. Да, поэтому Самат Аскарович неправильно отметили. И в связи с чем Джоркиныш просит, что ходатайство Шарапова и Мацака Рамазана Баишева и еще Самат Аскарович еще отдельное ходатайство не просим не удовлетворить. Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по обращению Шарапова о проверке конституционности статьи 95 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Мацакова, Рамазановой, Баишева о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Закона о введении в действие Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года номер 126 и Мацакова о проверке конституционности части 5 статьи 80 Уголовного кодекса считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать. 자, 안 오시기를 자.